Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Хотели бы прежде всего начать с темы встречи министра иностранных дел Абхазии Олега Барцыц с министром иностранных дел России, с Сергеем Лавровым в Москве. Там поднимался ряд важных вопросов. Как вам кажется, какие были самые главные темы? И вообще, в принципе, насколько вы можете оценить уровень этой встречи? Вы знаете, когда наших политиков принимают в Москве на таком высоком уровне, это всегда событие для нашей жизни, потому что все-таки не так богата международная жизнь Абхазии, учитывая его частичное признание, что тут скрывать, да, и потому важность для России, это огромная, для Абхазии, роль России очень огромная, поэтому такая встреча очень важна. Многие вопросы, которые обсуждали, которые мы знаем, да, вот из заявлений, которые были сделаны, это вопросы гражданства, это вопросы расширения международной деятельности, учитывая, опять-таки, нынешний статус Абхазии в международной деятельности, Абхазии в международных отношениях, учитывая, что все-таки смена власти в Абхазии произошло, да, это тоже событие, и учитывая новый министр иностранных дел, и такая, знаете, вот встреча очень важна для развития двусторонних отношений, это первое, для расширения интеграции, высокого уровня интеграции прежде всего. И поэтому все вопросы, которые там обсуждаются, всегда очень важны. Это касается, кстати, между прочим, и всего Южного Кавказа, между прочим, учитывая, какую роль занимает учитывая, что все-таки в сложных конфликтных отношениях мы находимся, да, с Грузией, вот, и учитывая, что все-таки это очень важно для стабилизации, стабильности в регионе, и поэтому всегда Россия будет уделять очень важную роль Абхазии, и все-таки еще один такой фактор, и не будем забывать, что я всегда это называю, такой особый проект суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии 2008 года, и всегда Россия заинтересована, чтобы этот проект был успешным, потому что это все-таки имидж страны, имидж великой державы. Поэтому всегда такие встречи очень важны для Абхазии. И я еще раз говорю, что все-таки, знаете, вряд ли произойдет в ближайшее время очень уж такое, внезапно такое расширение признания Абхазии. И поэтому роль России для Абхазии очень важна. И в этом отношении встреча, я еще раз говорю, что учитывая, что все-таки мы выходим из очень тяжелого политического кризиса, мы бы хотели, чтобы у нас была стабильность, развитие, социально-экономическое развитие. И в социальном плане очень многие вопросы, которые обсуждаются, очень важны для социального благополучия Абхазии. Вот все это вот факторы, которые повлияют на социально-политическое благополучие Абхазии. Поэтому вот в этом отношении очень важна эта встреча. Как мне кажется, оба министра подчеркивали особо вопросы безопасности на Южном Кавказе, говорили конкретно о женевских дискуссиях тоже. Вот вообще эта тема часто муссируется о том, что возможно поменять место, да, вот этих дискуссий, возможно оно останется. Вот как вам кажется, вот тут в каком направлении пойдут дела? Вы знаете, много говорят о женевских дискуссиях, много разговоров. Важны они, не важны, может быть, она свою миссию уже выполнила или нет. Вы знаете, много говорят о женевских дискуссиях, но всегда, и когда говорят, что надо вообще-то оставить это дело, это никуда не годится, не решать какие-то проблемы, это не совсем верно, потому что если мы что-то меняем, какой-то институт, какой-то формат, надо предложить другой формат, другого нет. Все-таки, учитывая сложных конфликтных отношений, с которыми мы находимся, да, благодаря женевским дискуссиям, благодаря политике России на Кавказе после 2008 года, стабильность и мир в Абхазии сохраняется. Понимаете, это первое. Второе, все-таки какие-то связи не признаны со стороны Грузии и Абхазии, но какие-то связи сохраняются, какие-то связи есть. И в этом плане какие-то гуманитарные вопросы необходимо решать. А как решать, если страна не признает Грузию и Абхазию, у нас сложные этнополитические отношения, конфликтные отношения, как решать, где, на какой площадке. И в этом отношении женевские дискуссии, я думаю, что важны. Что касается место нахождения, где она будет проходить. После кризиса украинского, после начала специальной военной операции, Швейцария поддержала Украину. И вот, учитывая, что все-таки нейтралитет, ее статус был нарушен, Россия предлагает, может быть, стоит ли вообще проводить может, стоит поменять место проведения такой встречи. Но, знаете, это касается не только России, наверное, ведь в дискуссии принимают участие Соединенные Штаты Америки, представители Европы, ОБСЕ. И, видимо, все-таки Женева будет встречаться. Я не думаю, что Швейцария тоже заинтересована, потому что это имидж страны. Понимаете, когда говорят о встрече стран, которые находятся в сложных конфликтных отношениях, обычно называют Швейцарию и Австрию, Вена, Женева и так далее. Поэтому я думаю, что, может быть,
быть, какие-то разговоры идут, я думаю, что все-таки встреча будет происходить в Швейцарии. Что касается всего, вот миссия же этой дискуссии, понимаете, как-то Сергей Лавров, министр иностранных дел, говорил, это не конференция, встреча, где будет решаться статус политической Абхазии, государственный статус. А что касается статуса, мы не будем возвращаться. Мы уже все это решили. Абхазия признана, Южная Осетия признана, и здесь поставлена точка. А что касается всего остального взаимоотношений, это вопрос переговоров. Абхазия всегда ставит вопрос перед Грузией. Может быть, стоит считаться с реальностью, как-то изменить свою политику. Ну, знаете, и в этом отношении вряд ли стоит ждать какие-то изменения, учитывая нынешние события, которые происходят в мире, вообще отношения Грузии к Абхазии. Я думаю, что в этом отношении какие-то изменения вряд ли произойдут, но все-таки связи какие-то необходимо поддерживать. В этом отношении этот институт женевской дискуссии очень важен. Ну, кстати говоря, о Женеве и о Швейцарии, вот, например, мы знаем, что каждый год, по-моему, с 2008 года Грузия ставит в Генассамблее вопрос, это уже просто ежегодное, скажем, такой ежегодный перформанс, ежегодное представление, что они отправят беженцев и так называемых внутренне перемещенных лиц на возвращение в Генеральной Ассамблее, за это голосуют. И, кстати говоря, вот я обратила внимание на тенденцию, что все больше стран, которые воздерживаются, либо голосуют против. Вот. И как вам кажется, о чем это говорит? И, кстати говоря, вот Швейцария в этом смысле, вот в этом году, вот сейчас, буквально пару дней назад, они воздержались. Вы знаете, в Организации Объединенных Наций такая практика, когда много лет какой-то вопрос обсуждают, и она не получает разрешения, развития, некоторые страны по-другому начинают относиться. Это касается, кстати, взаимоотношений между Абхазией и Грузией тоже. Учитывая долгое время, все-таки уже более 30 лет, да, мы находимся вот в таких сложных отношениях, тем более после 2008 года, когда реальность изменилась. И когда такие вопросы выносят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, так называемые беженцы, да, вот, это вопрос, который, наверное, всегда, знаете, это как бы становится дежурным. И некоторые страны меняют свое отношение к этим вопросам, потому что она не получает урегулирования разрешения в каком плане. Вообще, как ставится этот вопрос? Что значит беженцы? Это результат последствий войны, которую развязала Грузия, не будем этого забывать. Тем более, кстати, у них внутри, между прочим, Грузии тоже есть свои беженцы. Я помню, в начале 90-х годов прошлого века турки-месхетинцы просили вот, политическое руководство Грузии, чтобы их вернули, ведь они тоже беженцы, находятся в Центральной Азии, результат депортации. И Грузия до сих пор вообще этот вопрос не понимает. Понимаете, это сложное отношение, вопрос последствий войны. Без мирного урегулирования, без учета реальности, которая сложилась после окончания войны и после 2008 года, вряд ли этот вопрос будет поднимать и политическое руководство Абхазии. Потому что все-таки надо иметь в виду, что когда говорят о беженцах, почему такой статус, такой беженцы, почему появились? Это результат последствий этой войны, которая, еще раз говорю, была следствием той войны, которая была развязана. И ситуация, кстати, изменилась уже. Абхазия признанная страна, хотя частично, но все-таки, понимаете, и в этом отношении всегда будет ставиться вопрос о других вопросах, которые необходимо решить во взаимоотношениях между Абхазией и Грузией. Вопрос признания, вопрос о государственной, между двумя странами, взаимоотношения между Абхазией и Грузией, мирное сосуществование и другие гуманитарные вопросы, которые будут возникать. Пойдет ли Грузия на это? Вряд ли в ближайшее время. Поэтому это становится, знаете, таким дежурным вопросом, который выносит и не всегда приветствуется членами Организации Объединенных Наций. Потому такая тенденция сложилась, что некоторые воздерживаются страны. Они как бы подустали от этого всего. Вы знаете, я не скажу, что они устали, что это не острый вопрос. Все острые вопросы между Абхазией и Грузией. Что тут скрывать? И вопрос, вот, которые оказались вот, в результате так называемых беженцев. Вот, понимаете, во-первых, не будем забывать, что десятки тысяч вообще-то грузинского населения уже вернулось в Абхазию. Об этом, да. кстати, мало говорят, между прочим. Учитывая, еще раз повторяю, сложные отношения между Абхазией и Грузией. Межэтнические сложные отношения. Понимаете, на Кавказе я не могу вспомнить другого примера, где это произошло. А были другие конфликты, между прочим, и внутри Российской Федерации тоже. Поэтому, знаете, когда указывают на Абхазию, что беженцев надо вернуть, это всегда очень болезненно, всегда будет восприниматься в Абхазии, потому что надо вопрос решать комплексно. А как этот вопрос решить комплексно? Надо признать реальность, которая сложилась и после 1993 года, и после 2008 года. Если вот Грузия пойдет на такие шаги, я думаю, что политическое руководство тоже пойдет на какие-то встречные шаги со стороны вот Абхазии будут сделаны. Это очень важно, потому что, еще раз говорю, речь идет о мере стабильности в Абхазии.
То есть одно без другого невозможно. И это все должно быть очень последовательно и поступательно. Вы знаете, Ива, когда возникают межэтнические конфликты на Кавказе, мирное существование всегда очень сложно. Я могу привести, еще раз говорю, где имели место столкновения, даже не войны, а частично происходили, всегда эта проблема на Кавказе. Да и в других таких регионах, например, в Центральной Азии, например, на Балканах. Учитывая специфику этого региона, когда говорят, что мы беженцев должны вернуть, я имею в виду политическое руководство Грузии, это настолько нереально, это настолько не отвечает нынешним требованиям и со стороны России, вообще и многих других стран, как вы заметили, да, по-другому начинают относиться к Абхазии. И поэтому, понимаете, это, я думаю, искусственно, дежурно, такие вопросы, на которые, я думаю, что вряд ли будут иметь развитие и в стенах Организации Объединенных Наций. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас.